Художественный руководитель Башкирского государственного театра оперы и балета, народная артистка РСФСР и Башкортостана Леонора Софиевна Куватова. Дизайнер, скульптор, ювелир Лиза Сатиль из Греции, Италия, близкая подруга Рудольфа Нуриева. Руководитель международного проекта «Нуриевский сезон» и директор кинокомпании «Свой почерк» Альфия Мансуровна Чеботарева. И куратор проекта «Нуриевский сезон» в Уфе, заместитель председателя фонда Содружества Башкортостана Италия Гульчачак Растина Хананова. Добрый день, дорогие друзья! Приближается долгожданная дата, наверное, нам, уфимцам, уроженцам города Уфы и столицы Республики Башкортостана, Башкортостана в целом. Эта дата очень близка и дорога, потому что с именем Рудольфа Нуриева связана огромная мировая история, и мы гордимся, что мы какой-то небольшой нитью связаны и также с ней. Нуриевские сезоны, проект расширяет свои границы. В этом году это регионы нашей страны. Хотелось бы узнать, какие регионы, какова программа и как широко все это будет дальше проходить. Здравствуйте, дорогие телезрители. Да, нашему проекту уже несколько лет. Сама идея заняться документальным исследованием творчества Рудольфа Нуриева, который, к сожалению, на долгие-долгие годы был вычеркнут из истории искусства в нашей стране из-за того, что он остался за рубежом волею случая. Как это описывали зарубежные, снимали зарубежные и преподносили зарубежные средства массовой информации. Вот мы, творческая команда кинокомпании «Свой почерк», не согласны во многом, поэтому мы сделали свою версию того, как это все происходило. В нашем первом документальном фильме, который мы снимали в 2011 году, вышел он на экраны в 2013 году к юбилейному году, к 75-летию Рудольфа Нуриева, назывался «Рудольф Нуриев. Мятежный демон». В программу кинопоказов в этом проекте зрители смогут его посмотреть. Фильм называется «Рудольф Нуриев. Мятежный демон». И на сайте Рудольф Нуриев без Y на ре и 2 Е неправильно пишут «и», это неправильное написание. Можно посмотреть расписание показов и в оперном театре оперы и балета в Уфе, и в государственном, и в кинотеатре «Родина». И отметить для себя эти фильмы, о которых я чуть позже расскажу, которые стоит и нужно посмотреть. А нужно, конечно, все посмотреть, чтобы составить свое мнение о Рудольфе Нуриеве, но более правдивая информация изложена в этом фильме. Когда мы встречались со всеми очевидцами, настоящими очевидцами этих событий, как это все происходило в Ле-Бурже, в аэропорту, когда он волею случая вынужден был остаться за рубежом, а все его имущество уехало, вернулось в Ленинград тогда, где его ждали и готовили ему тяжелые... Он был осужден на долгие 7 лет, и он это чувствовал, понимал, и поэтому вынужден был остаться. Так наша вот версия того, как это происходило, изложена была в фильме. С тех пор, как мы занялись этой темой исследовательской, нас она все погружала глубже и глубже, становилось все интереснее, потому что это человек мира на самом деле. Да? Он, оставшись за рубежом, он прославил, во-первых, русский балет, и тем самым, и мы считаем, он был ни в коем случае не перебежчиком, как многие преподносят на Западе, он был патриотом России, ни слова не сказав плохого никогда о СССР, тогда называлась наша страна. Он прославлял русский балет и приумножал, развивал его, он стал реформатором. Вы знаете, мужской танец он очень сильно реформировал в балете. Об этом более подробно расскажет нам Вячеслав Михайлович, как человек от балета. Но с тех пор вот мы занимаемся этой исследовательской работой. Был написан после документального фильма по собранному материалу сценарий художественного фильма. Он ждет еще своего часа. Это международный тоже проект, поддержанный и французами, и нашим сопродюсером, и англичанами, тоже нашим сопродюсером. И телесериал игровой тоже ждут своего часа. Но к 80-летию Рудольфа Нуриева у нас с Россотрудничества, которое тогда возглавляла Леонора Валентиновна Митрофанова, родилась идея все-таки с помощью русского балета и вот такой личности мирового класса, мировой звезды, как Рудольф Нуриев, нести в мир, в мировое содружество вот эту идею единения на почве культуры, на почве любви к русскому балету и поклонения к Рудольфу Нуриеву, которого в свое время, это была настоящая рудимания, когда люди ставили
палатки перед Гранд-Опера для того, чтобы утром успеть купить билеты на его спектакли, на спектакли с его участием на балеты. Вот это поклонение вашему земляку, нашему земляку, мы хотим вернуть на родину. Мы хотим эту звезду мирового масштаба вернуть на родину, чтобы гордиться им, а не стыдиться того, что он волею случаю когда-то вынужден был покинуть нашу страну. Поэтому, еще раз повторюсь, в 2018 году зародился вот этот международный культурный проект «Нуреевские сезоны», который за неимением финансирования мы начали проводить за свой счет, вот кинокомпания «Свой почерк», и проводили его благодаря нашим партнерам, которые предоставили нам бесплатно свои площадки для кинопоказов нашей программы кинофестиваля. Были подобраны 7 фильмов для показа в течение 5 дней. Это Третьяковская государственная галерея, кинозал на Лаврушинском переулке, дом 12, и «Филармония-2», виртуальный зал, которые также распахнули свои двери и давали возможность зрителю и смотреть наши фильмы о Рудольфе Нурееве, и общаться с теми людьми, которых мы приводили на эти кинопоказы, известных артистов балета из Большого театра, музыкальных критиков, друзей Нуреева. Это было очень такое хорошее живое общение. И в конце 2018 года, в декабре месяце, была поддержка Российского культурного центра в Париже, предоставлена нам небольшая поддержка, и мы смогли перевести все фильмы на французский язык, субтитрировать их и показать французскому и русскому зрителю, проживающим в Париже, вот эту замечательную программу. Причем впервые они там увидели фильм, который является жемчужиной нашей киноколлекции. Это фильм ретро-премьеру, который увидит теперь и ваш зритель, «Венеция. Карнавал. Любовь». Этот фильм был открыт нами благодаря помощи директора Института культуры Италии. На тот момент это была Ольга Страда, замечательная женщина, итальянка, в которой обнаружились татарские крови вдруг неожиданно. И она сама снималась в эпизоде этого фильма «Венеция. Карнавал. Любовь». Он был снят в 1982 году, вышел на экраны, был показан на Венецианском кинофестивале. Это последний фильм, где снялся Рудольф Нуреев, сыграл главную роль в художественном фильме, музыкальный фильм, где они танцуют и играют вместе с Карлой Фраччи и Питер Устинов. Вот знаете, наверное, все, это известный американский русского происхождения киноактер. Вот такой фильм первый увидели французы, но тогда эта копия была не восстановлена. И не имея тогда финансовой поддержки, мы не смогли этот фильм показать больше нигде. Ни в Москве, ни тем более в тех городах, в которые мы давно порывались приехать. Это 2 города, которым действительно имеют прямое отношение к семье Рудольфа Нуреева, к его творчеству и к нему лично. Это Уфа, его родина, Башкортостан, где он провел все свое детство, где зародилась его мечта о балете, где он сделал первые свои шаги на сцене оперного театра, замечательного, исторического. И уехав отсюда в 17 лет, поступив в Вагановское училище, он покинул этот город, но потом вернулся сюда, когда ему разрешили в течение буквально 42 часов посетить Россию. Тогда это было при Горбачеве, проститься с мамой. Но мама его уже не узнала. Вы, наверное, знаете всю эту историю лучше меня, уфимцы. Очень в программу кинопоказов включен короткометражный художественный фильм Булата Юсупова «Визит». Это как раз вот об этом моменте его жизни, как это все происходило, где замечательные снялись актеры. Не буду долго рассказывать. Приходите на кинопоказы, вы увидите этот фильм. Значит, в 2020 году мы сделали попытку привести сюда эту программу. Да, Уфа и Казань, естественно, откуда родом его мама, из Татарстана. И там тоже его очень любят и ждут. И в 1992 году он дважды приезжал в Казань, уже будучи больным. И он дирижировал, тогда он уже не мог, конечно, танцевать, он участвовал в репетициях как хореограф, и он дирижировал оркестром. И его именем был назван и там, вы знаете, в Уфе проходит конкурс балета. Об этом более подробно расскажет Эльмар Разинович, директор театра. Но и в Казани тоже проходят такие фестивали ежегодно имени Рудольфа Нуреева.
Поэтому в 2020 году мы сделали такую попытку привести эту программу и в тот, и в другой город, и в Уфу, и в Казань. И оба Министерства культуры выделили, более того, на это деньги. Мы хотели это сделать к 17 марта, к дню рождения Рудольфа Нуриева. Все знают, что это отмечается очень широко, особенно в театрах, которые связаны с его именем. Но помешала нам пандемия. И наши гости, которым уже были сделаны визы и приглашения, и Карла Фрач, которая была на тот момент жива, и Аричи Грациана, который автор фотоэкспозиции, чуть позже я о ней расскажу, со съемочной площадки фильма «Венеция. Карнавал. Любовь». Но, к сожалению, вот Аричи Грациана даже развернули вот по дороге в посольство, куда он ехал получать визовый центр, в консульство, вернее, и все это не состоялось на долгие 2 года ужасных, которые мы с вами пережили. Но, тем не менее, как мы поняли, Рудольф Нуриев нам помогает, он ведет нас как путеводная звезда. Наверное, мы действительно здесь, придуман был этот проект, и он существует сам, Рудольф Нуриев, он существует с нами, Руди, он нас ведет, мы это чувствуем, что у нас все получилось в этом году. И мы были поддержаны, проект был поддержан Фондом содействия гражданского общества Республики Башкортостан, который благодаря главе республики проходит теперь ежегодно в Башкортостане, и поддержаны президентским фондом культурных инициатив, потому что, наверное, руководители прекрасно понимают миссию этого проекта, международного проекта, который сегодня, в такие дни, наиболее важен. Мы доказываем, и наши гости, посол мира, как мы ее называем, Лиза Сатилис, мы доказываем, что у культуры, вообще между народами не должно быть никаких границ, а уж у культуры тем более. Поэтому в этом году все состоялось, у нас все получилось. Мы уже завершили первый этап нашего проекта в Москве, где открытие состоялось 10 числа в Татарском культурном центре. У нас были кинопоказы на очень многих площадках. Это и филармония опять, и Третьяковка, и Третьяковская галерея. Были кинопоказы на кинотеатр «Вымпел», это Москино. Подключились сейчас, и еще идут кинопоказы у наших партнеров культурных центров «Зодчий» и «Марьина Роща». То есть зрители, посмотрев всю программу в Татарском культурном центре, они могут еще, те, кто не успел посмотреть, могут посмотреть в течение марта на других площадках. И вот мы вчера прилетели вечером в Уфу. Теперь мы здесь. И сообщаю, что 17 марта открытие в 17:30 состоится в Башкирском театре оперы и балета. Академическом. Не вру? Нет, не академическом. Еще пока. Ну вот видите, мы очень хотим, что это случилось. Значит, будет. Рудольф Нуриев нам поможет. И далее там будет еще 2 дня другая программа, о которых сейчас Эльмар Разинович вам расскажет. И 18 числа кинопоказы продолжатся в кинотеатре «Родина». И завершится все в 22 марта, когда мы улетим, 21-го даже мы улетим в Казань, открывать там региональную часть, казанскую часть вот нашего проекта. Там все кинопоказы пройдут в кинотеатре «Мир». Если у кого-то есть родственники, друзья в Казани тоже. На нашем сайте Рудольф Нуреев, без Y, 2 Е подряд, .ру, можно регистрироваться на кинопоказы, на те фильмы, которые вы выберете, а лучше на все фильмы, регистрироваться и приходить в кино спокойно. Если вы будете зарегистрированы, то вам доступ свободен. Ну, он и так свободный. Все наши кинопоказы бесплатные. Поэтому приходите, смотрите. Единственное, чтобы не было столпотворений, просим все-таки регистрироваться зрителя. В программу кинопоказов вошли такие фильмы, как, ну, естественно, открытие всегда мы открываем нашей жемчужиной ретро-премьеры «Венеция. Карнавал. Любовь». И далее продолжаем нашу программу. Везде несколько по-разному сформированы программы, но примерно одинаково. В программу вошли фильмы «Рудольф Нуриев. Мятежный демон», производство нашей киностудии, режиссер Татьяна Малова, 1,5 часа.
Рудольф Нуриев, да, Венеция, карнавал, любовь, длительность 64 минуты, 84 минуты, 82 год. Марио Ланфранки, режиссер фильма, который будет приветствовать, несмотря на то, что он умер в начале февраля этого года, он обязательно поприветствует зрителя. Почему, как это случилось? Я чуть позже расскажу об этом, остановлюсь на этом. Короткометражный фильм «Визит», о котором я говорила, Булата Юсупова, 32 минуты. Рудольф Нуриев «Как он есть», режиссера Николая Воронова, 47 минут. Фильм, спасибо им большое, предоставлен Госфильмофондом. Рудольф Нуриев «Контракт со смертью», режиссера Владимира Виноградова, 45 минут. И Рудольф Нуриев «Неукротимый гений» Болежевского, Веромар Фир. Фильм «Киностудия», 16 год. Коллекцию каждый год мы будем, естественно, обновлять. В следующем году у нас большие планы. По этому поводу я сейчас кратко тоже остановлюсь, что в рамках проекта... Я бы хотела буквально минуточку, потому что мы сейчас уйдем от этой темы. Был подготовлен материал приветствия как раз людей, которых, к сожалению, сегодня с нами нет. Вот я чуть хотела попозже к этому перейти, но я как раз хочу сказать, что те люди, которые сейчас не удалось в Зуме подключиться к ним, как у нас было в Москве, но все мы записали во время съемок фильма, во время работы над грантом, над осуществлением проекта при поддержке грантов указанных, мы сняли еще и 2 новых документальных фильма, продолжение нашего цикла, посвященного Рудольфу Нуриеву. Это Рудольф Нуриев «Нездешний остров», о любви его к Италии, о выступлениях в Италии, о его друзьях итальянских, о том, как он осуществлял свою мечту приобретения и обживал этот остров Легали, которому принадлежал на юге Италии, где нам удалось произвести съемки благодаря нашим друзьям и поддержке их. О друзьях и партнерах чуть позже расскажу. Мы сняли так фильм, вернее, завершили тот фильм, который был начат в 2018 году, «Рудольф Нуриев. Последний танец». Этот фильм о последнем выступлении Рудольфа Нуриева на сцене, вернее, последнем выступлении в премьерном спектакле балетном, который написал местный венгерский автор, Кристофора назывался балет. И Рудольф Нуриев уже в 1992 году, когда осуществлялась постановка, не мог танцевать главные роли, поэтому попросил написать для себя, придумать второстепенную роль. И вот была придумана такая роль ангела. И всю жизнь, играя демонов, люциферов, как вы знаете, на сцене, да, в кино «Плохих парней», в таких фильмах, как «На виду», где он с Настасией Кински снялся, и вдруг вот роль ангела. Вот сейчас наш зритель еще пока не увидит эти фильмы, хотя они уже и готовы. Они увидят только трейлеры этих фильмов. С напоминанием о том, что в 23-м году, в юбилейном году, в год 85-летия, когда мы будем отмечать, надеемся, в тех же самых городах, которые уже нами запланированы и осуществляются в этом году, и, естественно, расширяя эти границы за рубеж, если мир перестанет сходить с ума и поймет, наконец, тот посыл, ту мысль, которую мы пытаемся донести нашим проектам, что не должно быть никаких границ у культуры, потому что в наших планах провести нуриевские сезоны и в Италии, в Российском культурном центре, а может быть не только в Российском культурном центре, а также не только в Риме, но и в Милане, и на юге Италии, в Позитано, и в Венгрии, в венгерском, в Российском культурном центре в Будапеште. Это тоже наши хорошие партнеры, мы очень благодарны им. Вот мы с ними тоже хотим сотрудничать, так же, как с Российским культурным центром в Париже. Все это возможно было при поддержке в такие трудные времена наших партнеров, которые проявились в такие трудные времена, действительно, вот говорят, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Прежде всего, это, конечно, фонд Оскара
Абдразакова, который нам так помогает во всех городах, не только в Уфе, по организации, но и в Москве, и с пресс-конференцией, со многими другими, и с проживанием наших гостей в гостинице «Полпресс» Башкортостана. Большое спасибо руководителю аппарата, который вот осуществил настолько четкую работу по организации проживания, питания, транспорта. Это наш замечательный Евгений. Простите, я забыла вашу фамилию. Но обязательно скажу по ходу дела. Это само полпресс Башкортостана, Республики Башкортостан, которая нам усиленно помогала. Это наши партнеры здесь, в Уфе, которые нам очень помогают. Фонд Содружества Башкортостан, Италия. Это оперный театр, который сейчас тоже перейдет к ним слово. Наконец, я завершаю уже. И многих-многих других. Вот сейчас нас принял наш ресторанный спонсор, ресторан Элио, господина Элио, итальянца по происхождению, который вот просто кусочек Италии. Это настолько вкусно, настолько душевно, настолько весело по-итальянски. Спасибо отелю Краун Плаза, который нас принял вчера. Это действительно такой уют, такая домашняя обстановка, такое внимание. Большое спасибо отелю «Хилтон», который принимает тоже часть наших организаторов и съемочную группу, и многих-многих других. Естественно, кинотеатру «Родина». Настолько партнеров, что всех перечислить будет очень сложно. Да, я думаю, у нас, к Венгерский сожалению, не будет такого центр. достаточного количества эфирного времени. И сейчас я хочу представить нашу главную гостью. К сожалению, не доехали друзья, партнерши Нуриева, Лилиана Кази и Анна-Мария Прина, которые танцевали с ним не только в Италии, но на многих площадках Европы. Не доехал его менеджер, который 26 лет с ним отработал, Луиджи Пиньотти. Господин Луиджи Пиньотти, к сожалению, не смог. Но они были с нами на связи. Мы надеемся, что все эти материалы, которые были отсняты в Москве, будут показаны, потому что шло очень живое, хорошее общение в онлайн. Хорошо, что у нас есть интернет. Но доехала зато самая лучшая подруга Рудольфа Нуриева, с которой он познакомился, сейчас она расскажет, когда и как это произошло, Лиза Сатилис. Она гречанка по происхождению, живущая в Италии, и нам так повезло, что она вместе со своей выставкой своих произведений, ювелирных украшений, была в этот момент в Беларуси, в городе Минске, и смогла к нам присоединиться. И также мы присоединили к нашему проекту друга Рудольфа Нуриева, хорошо его знавшего, и которому есть чем поделиться своими воспоминаниями, Вячеслава Михайловича Гордеева, художественного руководителя академического театра «Русский балет», заведующего кафедрой хореографии в ГИТИСа. И он долгие годы танцевал, был солистом Большого театра. Он вкратце тоже о себе немножко расскажет. А сейчас слово Лизе Сатилис, я думаю. Да, я думаю, возможно, извините, будет ради и так. бога, я взяла правление. У нас осталось, к сожалению, буквально 20 минут эфирного времени, поэтому хочется послушать. Hello, good afternoon, buonasera. Sono molto felice di essere con voi in Russia, particolarmente a Ufa, perché Ufa era un pochettino tutto il sogno e la casa di Rudy, Rudaki come lo chiamavo, e lui mi chiamava Лизаки. Помогу перевести, поскольку представляю фонд Содружества Башкортостан, Италия, и немножко могу говорить по-итальянски, хотя Лиза замечательно говорит на 5-6 языках и может легко переходить с одного на другое. Она счастлива быть в Уфе, поскольку очень давно мечтала здесь побывать. Более 10 лет очень тесной дружбы с Рудольфом Нуриевым. Они не раз обсуждали его родной город, она давно о нем наслышана, поэтому давно мечтала вдохнуть этот воздух, который несет его родной город. И поскольку она гречанка, и дружба у них действительно была тесной, такой неформальной, Лиза называла его Рудаки на греческий манер, а он ее встречно называл Лизаки. E qui sono con voi
e Rudy anche naturalmente con noi. Cosa posso dire? Questo era il suo sogno, era la sua vita, era il suo spirito e tutta la sua energia, perché lui aveva detto che era nato in treno, sua mamma lo ha fatto nascere viaggiando in treno, quindi per lui la sua casa era sempre qua a Ufa, dove era il teatro, dove era tutta la sua vita e lo suo spirito. Лиза говорит, что чувствует, что Рудольф сейчас с нами. Его дух, по крайней мере, действительно, возможно, витает над нашим проектом. Он всегда говорил, что рассказывал о своем рождении в поезде, это мы знаем его историю. Но, tiem не менее, всегда Уфа была главным городом его жизни, его духом, и он всегда помнил о ней. Lui era veramente il dinamismo e l'energia impersonificata, da tutto l'universo concentrata con lui, specialmente quando lui dava il massimo di se stesso sul palcoscenico. Però voglio dire che veramente qui la Ufa su ogni angolo deve avere lo spirito di Rudy, perché lui amava la Russia ed era il più grande ambasciatore, superando tutte le questioni delle ambasciate ufficiali e veramente regolari, perché lui dava lo spirito, l'amore della Russia che lui aveva e tutta l'importanza della Russia che aveva nel mondo. Lui viaggiava portando la Russia come una cosa, un'ambulanza che gira, che porta veramente le sue cose più preziose. La cosa sua più preziosa era la Russia e il suo teatro a Ufa. Рудольф был сгустком энергии невероятной, проявлял ее, соответственно, не только на сцене, но и вообще в жизни, был неутомимым. И, по сути дела, он был послом своей родной земли, скажем так, на чужбине. И, по сути дела, дух его настолько был пропитан все-таки его родной землей, что он, ну, по сути дела, носил по миру с собой вот этот образ, был носителем, как послом доброй воли своей родной земли, так или иначе. E poi si sentiva in famiglia in tutto il mondo, in casa mia, in Grecia, con mia mamma, che la chiamava anche Mama Hani. Lui non faceva parte, era veramente lo spirito, l'anima e il corpo dell'arte in tutto il mondo. E anche qui mi ricordo anche quando lui rappresentava la cosa della sua prima di Valentino a Londra, che veramente qui non è che si vedrà molto, comunque sono io con lui, questo è uno dei principali giornali di Londra, alla premiere del Valentino, e lui diceva come vorrei che questo lo si faceva vedere una volta anche al mio paese, e io spero, mi auguro che riuscirete anche a includerlo su tutto questo capolavoro del lavoro che avete fatto di raccogliere tante cose preziose di lui che ha filmato. К сожалению, не все фильмы с его участием, вообще в России мало знают его как актера, как показывает Лиза. Вот, например, это самое главное издание в Лондоне в день, когда была премьера фильма «Валентина», в котором Рудольф Нуриев сыграл главную роль. На фотографии они изображены как раз в молодости Лиза Сатилис и Рудольф Нуриев. Лиза выражает надежду на то, что программа проекта со временем расширится, и такие фильмы, как «Валентина», например, будут также включены в нее, поскольку это большая ценность, это документальное свидетельство жизни вашего замечательного земляка. Magari mi auguro che, io spero sicuramente di combinare una mia mostra personale qui da voi, e magari in quella circostanza forse, non so, parleremo anche col vostro programma qui dei musei, del governatore, di tutti voi, che siete fantastici organizzatori. Sarebbe stupendo di poter aprire una mia mostra qua, portando anche il film di Valentino di Rudy, a proiettarlo proprio qui alla sua Ufa.
есть планы и есть мечта провести в следующем году выставку работ Лизы Сатилис в России, возможно, даже в Уфе. И она была бы готова на ней показать какие-то те свидетельства документальные, какие у нее есть, связи с Рудольфом Нуриевым. И также, возможно, будет показать, может, какие-то фильмы вот Валентины и что-то другое еще, что она также бережно хранит. И я забыла только перевести предыдущие буквально 2 слова. Как говорит Лиза, они тесно достаточно общались. Он все-таки, во-первых, любил свою землю, родную землю, я имею в виду Уфу, Башкирию, до последних минут своей жизни. И он все-таки очень страдал без своей семьи, без мамы. Так что, бывая в гостях у Лизы в Греции, например, очень тепло, всегда имел теплые отношения с ее мамой, называл даже ее мама Мед, мама Хани. То есть искал, все-таки у него была такая потребность иметь семью, какой-то теплый дом. Она об этом всегда очень так волнующе вспоминает. Spasibo. Ce lo auguriamo, questo sarebbe una cosa stupenda. Io penso che si potrà fare, avete fatto delle cose favolose, quindi faremo anche questo. E io poi regalerò al vostro museo qua dei disegni, perché lui anche quando faceva classe, quando studiava, così quando io ero in giro per il mondo, per le mie mostre, si combinavano parecchie volte i nostri incontri, non solo nelle nostre case ma anche in giro per tutto il mondo, e ho parecchi disegni, tante cose. Ho un foulard Bukhara del vostro paese qui di Bukhara, non si vedono le fotografie, ma la nostra Giulia potrà magari passarveli sull'internet, poi dopo fotografarle con l'aiuto vostro. E qui lui si metteva tutti questi foulard, perché ho una collezione molto bella di cose antiche dell'Uzbekistan e del Bukhara, specialmente del Bukhara. E questa è una di queste enormi sciarpe di seta che però lui le arrotolava, le faceva nella sua testa così, in questo modo, in altro modo, le metteva addosso, faceva travestimenti, si divertiva e si rilassava di giocare con i giocattoli della sua casa e trovava tante cose di Bukhara da me. Ho un'altra cosa che posso darvi, ho 2, delle robe de chambre, delle vestaglie proprio del Bukhara, bellissime, che lui le portava sempre. Но, завершая, Лиза говорит, что была бы рада, к сожалению, вот эта ситуация с закрытием полетов в Россию помешала. Она хотела это сделать в этот приезд, но, видимо, придется оставить на следующий раз. У нее есть большая коллекция предметов, которые она специально для Рудольфа привозила из Бухары, из Узбекистана. Мы все знаем, что он очень любил восточные ткани, восточные одеяния. Он очень часто, будучи в доме у Лизы, любили они так развлекаться, наряжаться в ее украшения. Значит, вот, тюрбан, который она показывает, очень красивый, он всегда его очень любил. Она готова подарить его в следующий приезд музею. Единственному, кстати, Ильмар Разинович, наверное, это расскажет, единственный музей в мире Рудольфу Нуриеву посвященный, действует в Уфе, и она готова пополнить коллекцию вашего музея. И хочу добавить уже от себя, и в этот приезд, Нуриевские сезоны, мы не приехали с пустыми руками. У нас появилось во время съемок, вот, о которых Альфия Мансуровна рассказала, съемок документального фильма в Италии «Рудольф Нуриев. Нездешний остров». Очень много друзей в Италии. В частности, Джулиана Гарджула, очень известная итальянская писательница и журналистка, передает, скажем так, в дар музею Рудольфа Нуриева очень много своих архивов. И не будем раскрывать всю интригу, наверное, до завтрашнего дня, какие-то предметы, которые ему принадлежали. То есть одна из задач нашего проекта «Нуриевские сезоны» как раз заключается еще и в том, чтобы пополнять какими-то новыми документальными свидетельствами, а также интервью вот с людьми, которые, к сожалению, уходят. Они все в возрасте. К сожалению, мы многих уже потеряли и можем потерять в будущем, поэтому постарались как можно больше запечатлеть воспоминания тех людей, воспоминания которых будут завтра уже ценностью такой для истории искусства.
E poi lui giocava, diceva sempre, io sono l'Oriente, tu sei l'Occidente. Però l'Oriente e l'Occidente insieme fanno una unità universale e lui trovava che certe cose che facevo io potevano anche essere orientali, perché in fondo la radice, l'etimologia anche dello spirito delle cose nell'arte si incontrano. Questo qui per esempio, lui mi diceva che gli ricordava moltissimo anche delle cose qui dei vostri paesi, del Bukhara eccetera, e invece questo qui può essere ispirato all'Agamennone di Grecia. Quindi le cose veramente si uniscono, l'arte è una cosa universale che unisce il mondo. Comunque qui non si possono vedere, ma vi descrivono tutto molto bene e spero di vedervi presto ancora, perché sono anch'io che lascio un po' il mio cuore qui con voi. Завершая, Лиза говорит, что, конечно, она оставляет часть сердца здесь, в Уфе. Рудольф Нуриев всегда говорил, что я восточный человек, а ты западный человек. Но на самом деле искусство, оно всегда это такой микс, который рождает что-то новое, объединенное и совершенно новое, нового качества какие-то феномены. Поэтому искусство объединяет всех. Это главная мысль, которую сказала Лиза. Спасибо. Qui siamo in Svizzera, al Casino del Campione, per una manifestazione, una premiazione così, e infatti eravamo tutti insieme ed è una fotografia storica, questo aveva fatto il giro del mondo a sua volta e a suo tempo e ancora è sopravvissuto qua. Dico sopravvissuto perché io ho avuto incredibili, come anche lui, incredibili cose di ricordi così, però sono rimasti veramente sparpagliati nel mondo e così vuol dire che ci sono tante radici dell'arte in tutte le parti del mondo che poi fioriscono sempre. На этой фотографии изображены как раз в молодости Рудольф Нуриев и Лиза. Это было во время одной из их церемоний, наград, которые получал Рудольф Нуриев. Ну, идея все та же. Искусство объединяет. Дорогие друзья, у нас осталось буквально 3 минуты до завершения эфира. И в завершении эфира все-таки с большим уважением отношусь ко всем нашим гостям. Конечно же, хочется все-таки послушать, буквально завершая беседу, красивыми словами. Вячеслав Михайлович. Ну, такие сжатые сроки, я постараюсь говорить быстро тогда. Вы знаете, у каждого творческого человека бывают в жизни такие события, которые, ну, как бы определенной цепью проходят через всю жизнь. Вот, знаете, звено за звено цепляется, и вот как бы... И такая путеводная звезда появляется, наверное, у каждого творческого человека. Одни благодаря кому-то приходят в балет, кто-то начинает заниматься по системе какого-то педагога. Так вот, у меня в личной жизни случилось так, что в то время, когда Нуриев приехал первый раз, единственный, в Москву на конференцию, я его увидел. А я пришел только что в хореографическое училище. И вот это послужило каким-то таким взрывом для меня, потому что я совершенно пересмотрел тот академический балет Ленинграда тогда, в который он просто не вписывался, с этими раздутыми ноздрями, с таким темпераментом, как он говорит, восточный человек. И, знаете, он захватил многих артистов балета, но вот я был одним из. А потом мы с ним познакомились в Америке, когда я был на гастролях, и он пришел на наши... Тогда мы выступали с концертами после конкурса, где я получил золотую медаль. И ему это понравилось все, и он как бы решил познакомиться со мной. Вот. И одна из моих поклонниц, она привела в студию, в которой он занимался, готовился к своим спектаклям. К слову, хочу сказать, что у него был, наверное, самый высокий показатель среди балетных артистов, которые танцевали, ну, может быть, в год там 20 выступлений, 30, а он 200. То есть, понимаете, практически каждый день. И полный спектакль, как правило. Так вот, он нашел все равно время, мы с ним встретились, как бы вот... Ну, он, как старший товарищ, стал курировать меня. Вот куда я приезжаю, в какую страну, он мне своих поклонниц, и они меня водят по тем местам, куда бы я сам один никогда не дошел. И вот здесь было сказано насчет того, что он был осужден
в связи с тем, что он убежал. Но, в принципе, сразу хочу сказать, что он не хотел бежать. Он готовился к своей премьере балета Юрия Николаевича Григоровича «Легенда о любви». Да. Он даже покупал там костюмы, материалы, из которых будет шить. В общем, он готовился к совсем другой жизни. Но так сложилось. Вот как сложилось, так и сложилось. Ну, может быть, и вытолкнули, может быть, он темпераментный был, может быть, чего-то переосмыслил, понял не так. Вот. Во всяком случае, один из его костюмов, балет Пахита, достался мне. И я, значит, в нем танцевал в свое время, потом меня его свистнули. Наверное, те люди, которые очень любили Нуриева. Я даже не буду искать этого человека, но я так думаю, что поклонники у него были такие, ну, очень темпераментные, как он сам. И они его так обожали, что даже их винить в этом нельзя. Так вот, он поддерживал очень многих молодых танцовщиков тогда из СССР. И это было его, ну, может быть, делом жизни. Потому что я представлял его фонд. На Лозаннском конкурсе я туда возил молодых, отсматривал, а потом возил молодых артистов. И они, в принципе, потом все стали солистами. То есть, ну, как бы вот он их благословлял на большие творческие успехи. Но, наверное, нельзя не отметить, что он действительно пропагандировал русский балет. Все спектакли, которые он поставил за границей, ну, естественно, он их сам танцевал, что было правильно, он тем самым прославлял наших русских композиторов и наших хореографов, которые поставили до него эти спектакли. Он делал свои редакции, естественно. И, вы знаете, вот благодаря ему он смог продвинуть и русский балет, и выдвинуть его на первое место в мире. И в этом большое спасибо. И это, наверное, единственное, что я хотел бы сказать, потому что времени действительно оставили мало. Я хочу заметить, что, конечно, есть что рассказать нашим приехавшим в Уфу почетным гостям. Приходите обязательно на кинопоказы. Будет живое общение, больше времени для того, чтобы задавать вопросы, отвечать, потому что они готовы делиться своими воспоминаниями часами. А здесь мы ограничены очень во времени. Ильмар Разинович, вам слово. Я не знаю, даже успею или нет ли. Я думаю, что сейчас мы передадим наше эфирное пространство, я сейчас говорю про телевизионную трансляцию телеканала «Башкортостан-24», тем прямым эфирам, которые идут после нас. Мы не говорим вам «до свидания», говорим «до новых встреч». Обязательно мы не прощаемся, обязательно увидимся. А нашу с вами беседу мы продолжим уже за пределами телевизионного пространства, так как мы можем общаться в онлайн-режиме по интернет-ресурсам, поэтому мы можем с вами продолжить беседу. 17 марта погода в Республике Башкортостан будет определяться областью повышенного давления. Ожидается переменная облачность, ветер северный, умеренный. Температура воздуха ночью будет минус 19-21, днем минус 3-5 градусов.